Всем привет, дорогие друзья! Ассаламу алейкум. Сегодня мы в гостях у журнала «Эль». Это рубрика «Махаббат Квиз». Сегодня будем отвечать на вопросы, которые Всем нам привет. подготовили. Да. Моя супруга Махаббат, с ней уже 5 лет. В браке. Да. Вот, вопросы есть? Давайте начнем. Как Таукель ухаживал за тобой, чтобы завоевать твое внимание? Так, такие вопросы, да, каверзные. Таукель, как и, наверное, все, кино, прогулки. Мы ходили в горы, часто ходили в горы. Это, 2 наверное, раза. такое. Мне кажется, чаще. Кукжайлау И пик и фильма, потом да? пик Фурманова. Да. Да. Много, часто, 2 раза. Ну, это уже достаточно. Ну да. Потом были Ахблах, на лошадях катались. Да, тоже это до замужества было. Мгм. Вместе проводили время. Ну, конечно, не прям так часто, не каждый день. Когда свободно. время. Периодически. Так, теперь мой вопрос. Да? Чем тебя поразила Махаббат? Это когда первый раз увидел, мы были на съемках рекламы, сразу увидел ее, и у меня вот внутри что-то прокрутилось, что ли, и внутренний голос как бы сказал, что вот же она, вот такого же типажа девушку ты искал. И прям вот это слово прозвучало внутри и засело в голове. И в процессе съемок, целый день у нас были съемки, и я вот думал об этом, каждый раз смотрел на Махаббат, возможно, и прям, в конце уже пришел к решению, что нужно с ней познакомиться, но сразу не смог я к ней подойти. Я у ребят, которые, с ней связались, я у них спрашиваю, можно номер Махаббат? И они такие, давай мы сперва у нее разрешение спросим, потом скажем. А как раз она уже ушла. У меня еще чуть-чуть, где-то час съемок остался, она чуть раньше закончила и уже оделась, вышла. А потом а потом парень и мне говорит, она вот снаружи сидит, еще не уехала, можешь как раз, а я уже почти заканчивал, и она говорит, как раз ты можешь сам спросить у нее номер. На самом деле звучит так, как будто я сидела и его ждала. Да. Надо предысторию сказать. Да, она не ждала, у нее телефон выключился, зарядка села, и она не могла вызвать такси. Да, и не местная. Да, те ребята, которые ее пригласили, они обещали ее вызвать, то ли они обещали довезти, что ли, да. И она их ждала. И потом я уже вышел, она сидела на скамейке. Это уже другая история, да? В общем, поразило тем, что в ней было что-то необычное, потому что до этого, если я с кем-то знакомился, таких ощущений не было, но именно с ней у меня вот прям что-то внутренне подсказало, сказал, вот же она. И познакомился, и в итоге к чему все пришло. До знакомства с Таукелем смотрела ли ты фильмы с его участием и нравился ли он тебе как актер? Если честно, я не следила за его кинематографом, да, или как Творчеством. это, за творчеством, да. Мгм. Я знала, что есть такой актер, что вот он популярный, на слуху был, но следить, смотреть за ним, такого не было. Но вот после знакомства, когда он меня довез до дому, получается, в этот же день или на следующий день он уезжал в Узбекистан на съемки, и я решила, что надо исправить это, и посмотрела 2 сезона «Махаббатом Жире-Гунде». И представляете, так прикольно, что я пока не досмотрела до, сколько серий? 12 серий, 12 да? серий. По 12 серий, 24 серия, вернее, 12 серия 2-го сезона. И вот я прям досматриваю, и он мне сообщение присылает. Может, где-то на 3-4 дня, получается, пока он был в отъезде, да, он не писал, пока он был в отъезде, и по приезду он мне написал, и это как раз было, я досматриваю 12 серию, он мне пишет. За 4 дня досмотрела весь сериал? Да. Да, Вот. классно. Второй вопрос. Вы познакомились на съемках рекламного ролика. Были ли у вас еще совместные проекты? У нас были проекты. Уже как муж и жена мы уже снимались в рекламе Улькер. Улькер. Подгузники у нас были, подгузники, да. да. Как дети появились, подгузники.
еще где мы снимали? Ну, интервью давали тоже такие, да? Ага. Де-факто вот Да, крайний раз. де-факто у нас было, да. Ну, рекламные ролики у нас были. Клип не был, да? Нет, А кино? Кино тоже не было. Да? нет. Таукель краш многих и всегда был окружен женским вниманием. Не пугало ли тебя это поначалу? Нет, меня это не пугало. Не знаю, может, по зову сердца, да? Как-то я даже об этом не задумывалась, да, что у него там куча поклонниц, что там меня за углом будут ждать с кислотой там в лицо. Нет, я как-то об этом и не задумывалась, наверное. И как-то с этим, наверное, проще было. Вот. Только спустя время, когда я осознала, что я уже замужем, думаю, вот, а как же так получилось? Когда вы познакомились, Махаббат окончила медицинский университет. Каким врачом она планировала стать? Нет, я тогда еще не закончила не на тот полностью. момент. Я училась на 6-м курсе, Угу. и я еще 1,5 года училась. Да, потом, когда мы будучи уже в браке. поженились, ты закончила 7-й курс. Да, 7-й курс, и ушла в декрет. Да, ушла в декрет. И ну, сейчас уже Махаббат, ну как, с декрета выйдет. Ее все планируем более узкое, что она поступит, еще 2 года отучится и... На работу. Да, на работу. Что-то уже, да. дерматовенерологию, нутрициологию, диетологию, что-то пока вот думаю. Вообще у меня общая терапия, общая медицина, терапия. В общем, где будут популярные деньги, вот туда пойдем. Судя по Инстаграму, у вас не было пышного тоя, как у нас обычно принято. Почему вы решили отказаться от него? На самом деле, той был в планах, и мы даже ездили на примерку платья, даже уже там, фасон уже весь определили, пошив уже был, и забронировали ресторан, уже предоплату оставили. Да. Но в связи с тем, что в это время как раз 19-й год это... 20-й год. 20. Да, это пандемия, да, карантин был. Поэтому мы несколько раз переносили, а в последующем уже решили, что... Я уже тогда и забеременела, и решили, что уже смысла нету. Вот. Вообще у нас чуть ли там не на 400, да, человек рассчитано было? Да, мы уже... Организатор должен был быть Жан Импресарио, и прям масштабно хотели, но потом, когда уже запрет вышел, 1 раз перенесли дату, потом 2-й раз, и уже на 2-м уже прям запрет поставили на все мероприятия, у нас... Мы же ответственные. Да, и уже не стали рисковать. Ну, вообще, была мысль, на самом деле, может, провести, но там по-любому, наша свадьба прошла бы, не так, что... все бы об этом узнали, и были зачем нам эти проблемы? Да, проблемы, и потом решили, что не будем делать. Но думаем, что может, через 10 лет, сейчас уже 5 прошло, да. Через 5 лет, возможно, сделаем даже в кругу узких друзей, родных, близких. Все-таки Махаббат оденет свадебное платье. Да. Каждая девушка мечтает об этом. Точно. Мы планируем будущее. Следующий вопрос. В те годы Махаббат подрабатывала моделью в перерывах между учебой. Как она к этому пришла и есть ли у нее желание продолжить карьеру модели сейчас? Кажется, к тебе это больше вопрос, зачем мне? На самом деле, как я к этому пришла, у меня ужасная боязнь сцены была. Я чисто из-за этого пошла в модельное агентство. Я тогда училась в Кустанае, не знаю, может, в 8-м, 9 классе. И я начала ходить на курсы в модельное агентство, занималась там, участвовала в конкурсах. И в последующем я уже в Караганду перевелась, там я тоже участвовала в конкурсах. Это больше, наверное, было для себя, чтобы побороть этот страх. Со временем вроде бы у меня уже это получилось. За спиной 5 конкурсов, призовые места тоже занимала. Я бы хотела, наверное, может, в КФВ поучаствовать тоже. Получается, как раз мы познакомились с Таукелем, я тоже на осени, что ли, осенняя коллекция или когда была. Я тогда тоже в КФВ поучаствовала, и вот, наверное, может, тоже бы немножко поучаствовала. Если будет предложение, можете обращаться. Как Таукель участвует в воспитании детей? На самом деле, да, сравниваю с семьями друзей. Я считаю, что Таукель принимает активное участие в жизни детей.
Сейчас семейные друзья все такие, так, кто это, с кем она нас сравнивает? Да? Да, он может без проблем, даже когда у нас вот, второй ребенок родился маленьким был, Таукель оставался с ними, я там могла выйти по своим делам. Таукель с ними занимается, объясняет все. Иногда у меня, допустим, не хватает порой терпения, он с ними сидит, разговаривает, купается. Ну, я считаю, что он прям супер папа, супер ответственный, и его миссия в этой жизни, мы, кстати, обсуждали, что у него хорошо получается быть отцом. Изменилась ли Махаббат после рождения детей? Какая она мама? Нервная. Ну, быть мамой, конечно, это очень сложно, это нелегко, когда еще двое детей. Раньше, если мы 100% могли там уделить себе времени, то сейчас это совсем невозможно. 70% личного времени мы уже перевели на детей. 70, ого, 99. Ну да, больше Махаббат, конечно, сидит, но Махаббат изменилась в лучшую сторону, как только родила, очень стала нежной, заботливой. Иногда бывает, конечно, все устают, но в эти моменты я всегда стараюсь ей помочь, поддержать, там, детей на себя взять, и чтобы она отдохнула, там, на массаж сходила, прогулялась хотя бы во дворе. Полностью материнство прям в положительную сторону повлияло, все это чувствуется. И самое, что прям классное, благодаря Всевышнему, что дети, у нее вот это, рожать у нее, легко. Я пришла в этот мир рожать. Да, благодаря, как я сказал, Всевышнему, что он прям дал ей такое, что даже два родов прям пошли очень легко, да? Легко, да. И утром отвез, там через 2-3 часа мне звонят, что ребенок родился. Вот. Аллах шукр, все. Да. Удается ли Таукелю балансировать между актерской карьерой и семейной жизнью? Таукель, он такой человек, который придерживается золотой середины. И он, я как сказала, что уделяет большое внимание детям. И творческая карьера у него тоже на втором месте, конечно, да, но, наверное, да. Я считаю, что у него хорошо получается варьировать, находить время для детей, для семьи, проводить максимум своего свободного времени вместе с семьей. Также принимать роли в своих проектах, тренировках. Я думаю, что хорошо получается. Угу. Следующий вопрос. Хотела бы Махаббат попробовать себя в кино. Какую роль она мечтала бы сыграть? Я считаю, да, Махаббат. Ей нравится. Что мне нравится? Кино, все, что связано со съемками, образы эти примерять. Играть, мне кажется, у меня не получится, потому что я, такая немножко стеснительная такая, да. Роль можешь какой-то стеснительный. Свою же роль сыграешь. Можно сыграть, да. Если будет предложение, конечно, было прикольно на самом деле, вдвоем даже сыграть. Недавно были в одной передаче, и там тоже видеомонтаж сделали, сцена Джеймса Бонда, и лицо поставили, и прикольно. Таукеля лицо, и девушки мое лицо. И прям прикольно это смотрится, как настоящий фильм. Да. Вот если в будущем, да, в принципе, какую-то роль, может, роль мамы, роль Махаббат. Да. Перечисли фильмы с участием Таукеля. Так, «Брат или брак», первая, вторая часть, третья, первая, вторая часть, «Папа по неволе», «В поисках мамы», первая, вторая часть, «Махаббат Мжире Гамде», потом «Инопланетяне», как это? «Пришельцы против...» Казахи против пришельцев, там вторичная роль. Эпизод, да. Также он в сериалах многих участвовал, в образе врача, да? Как это назывался сериал? Так не помню. Врача? Да, тоже эпизодическое. В общем, он уже там забыл, как называется. Тоже забыл. «Барон»,
Первая, вторая часть тоже, да? Нет, первая Первая нет, вторая. часть. Также ждите, возможно, в Казахстане тоже появится фильм, узбекистанский проект, Мгм. там 3 Уч Кахрамон. Кахрамон. 3 героя. 3 героя, там, спасатели. Клипы. Которых ты не любишь. Нет, почему? Люблю. Ну, Было. где-то, наверное, проектов 20, наверное, ты же в прошлый раз говорил, Ну, где-то сериалы, есть. кино, Сериалы, да. примерно. Есть. Еще же Кинопарк снимал «Телохранитель». Да, это вот. Тоже главная роль была у Таукеля. Это вот, наверное, один из крайних, да? Да. Мгм. А на кого по характеру похожи Айтури и Аймир? Даже не знаю. Ну, точно не в меня. Откуда. Ну, сейчас это они еще маленькие, и каждый раз, с каждым годом все меняется. Вот, например, Айтуре, у него 3 года и кризис 3 лет. Там он прям был неуправляемым. Но мы выдержали с Махаббат. Старались, ну, и не сильно баловать, но и не сильно там ругать. Золотая середина. Да, золотой середины придерживались. Сейчас у него уже скоро 4 будет, и он более смышленным стал, таким уже понимает, с ним диалог можно вести. Но все равно у нас такой эмоциональный, такой у него Договориться. взрывной характер немножко Да, да. есть. Я Привязываешь. не такой Махаббат, спокойный. Может, Кризис. Атаса. Да. А Амирчик у нас такой более любвеобильный, Да. нежный, там, поцелует, обнимет, Мгм. пообниматься, любит полежать. Да, да. Совсем разный. А Айтури не Айтуре такой все равно совсем, был. да, он. Он изначально, у него не было вот этого вот там обниматься. Мгм. Хотя мы каждый раз стараемся, да, там, Хотя ему уже больше времени как бы ну, уделяем. уделяли, да. Со вторым все равно меньше. Мгм. Ну вот, как-то так, такие Да. разные детки получается. Да. Есть ли качества у Таукеля, которые скрыты от глаз публики и проявляются только в кругу семьи? Ну, на самом деле, да, Таукель до этого роли тоже играл, там, брат или брак, что такого, нарцисса, да, и многие думали, что вот он такой сам по себе. Даже, наверное, хорошо, что я до этого не смотрела его фильмы участием, да, и, может, у меня бы тоже были такие... Предвзятые отношения. Да, да, такие мысли о том, что вот он такой, да, я... На самом деле он очень добрый, он справедливый, он очень бережно и трепетно относится к природе, к детям. Таукель религиозный человек. Не знаю, мне кажется, в нем собраны все положительные качества, которые идеально подходят мне. Но есть один минус. Он любит опаздывать. А к жене как отношусь? А тут нет вопроса к жене. Так ты про все Ну, сказала. он на самом деле немного не романтичный, но я думаю, к Да. концу жизни мы исправим это. Нет, на У самом нас- деле, как бы просто он, ну, конечно, он меняется, он чувствует там мое настроение, что я хочу, он старается. Вот обещал мне как-нибудь завтрак приготовить, но что-то еще до сих пор так и не Мгм. дошел. Не, ну, приготовлю. Приготовлю. Да, еще все впереди. У нас, ну, по поводу романтика, на самом деле, ну, у меня это есть, ну, то есть нету Так ты определись, есть, нет? романтизма, да, потому что многие вопросы, когда мы вот только с ней поженились, Махаббат мне подсказывала, там, ну, типа, купи там что-нибудь сладкое, там, вот, цветы. Я каждый раз, когда Махаббат, ну, с чем-то обижаю ее, и всегда там... Подкупает да, сладостями. покупаю цветы, сладости, и сейчас мы с ней даже прикалываемся, у нас 2 сына, я говорю, вот как раз ты их воспитаешь романтиками, и твои килинки скажут завтра тебе спасибо. Ну. Все, что ты вот от меня, ну, не получила, может, ну... Не, ну на самом деле, конечно, прогресс за 5 лет есть, какой вот он был. Я даже помню, вернее, не забуду, да, как предложение руки и сердца у нас было без букета, допустим. Да, я купил кольцо, но не додумался купить цветы. Ну, это он, конечно, не специально, это ну он, да, это, ну, как может, бы сам... волнительный момент был. И... Хотя он таких, да, там, героев играет в фильмах, что он там Да, предложение когда да, делает. да. Не знаю, ну Ещё- вот такой человек, ну... Еще мы сидели в ресторане,
И, ну, я достал шкатулку, там, а до этого момента Вы кто-то... выходили, вы с мамой выходили, Да, да? кто-то и нес цветы, и нес- махал, да, думал, что это доставщик я. нес цветы, и я такая, это я здесь. А тут на самом деле прошел Да. мимо. А я совсем не подумал об этом, прям, я не знаю, я просто Ну, ладно. волновался и думал только, ну, как я предложение сделаю, но о цветах вообще не подумал. Ладно, конечно, это все мелочи, на самом деле. Главное отношение человека, я считаю. Ну да. Многие вот эти, наверное, черты, их, наверное, на публике не так видно. На самом деле вот Таукель такой человек хороший. Были ли у вас кризисные моменты в отношениях и как вы с ними справились? Ну, как у всех, я думаю, что у всех были такие ситуации, когда только-только с человеком ну, живешь вместе, притираешься, и что пока прям до идеальных форм дойти, конечно, бывают какие-то ну, тяжелые моменты, и у нас эти тоже были в отношениях. У Махаббат свои такие северные более взгляды на семью, у нас такие южные более взгляды на семью. Но тем не менее мы с Махаббат ну, сумели найти компромисс, общее положение для нас двоих, чтобы было комфортно. И даже ну, что больше помогло нам, это то, что мы с ней всегда разговаривали, общались. Причем у нас, мне кажется, характеры просто схожи. Мы такие более спокойные, Ну да. не такие там эмоциональные. Мгм. В этом плане, наверное, нам немножко повезло. Да. В начале, когда ну, там, разговаривали, я всегда смотрел на ну, ситуацию со своей стороны, со своей позиции. Но это, оказывается, ошибочно, всегда нужно ну, вторую тоже сторону смотреть. И как только я начал себя ставить на место Махаббат, ну, уже более-менее там, легче ну, начал как-то реагировать. И тоже ну, понял, что это тоже человек, ее тоже любили, растили родители, и ну, у нее свои какие-то ну, мировоззрения, поэтому мы всегда с ней беседовали, разговаривали, в сложной ситуации старались найти выход. Вот. Главное разговаривать. Да, Это главное выход из всех проблем, наверное. общаться, главное, да. Находить время на друг друга. Да, и какие-то поездки совместные, да, делать, Мгм. выезжать вместе. Ну, если вы живете там, не знаю, с мамой, с родителями, то там ну, там, не знаю, выехать куда-то на пару дней, отдохнуть, Да. поговорить. И можно любые проблемы решить. Так, расскажи о самом запоминающемся поступке, который Таукель совершил ради тебя. Что-то на ум ничего не приходит. Ну, Так я же ради тебя на парашюте прыгнул. точно. Ради меня. То, что я спрашиваю тебя, тепло ли ты оделась. Ну да, забота. Еще Таукель меня многому научил, допустим, кататься на лыжах, на машине ездить, да? Благодаря Таукелю. Это же тоже надо терпение, потому что я знаю, что даже вот у меня подруги есть, мужья вообще с ними не садятся рядом, не хотят учить, говорят, иди, проходи школу, ко мне вообще не нужно ко мне. А Таукелю вот терпение такое крепкое. Я стал романтик. Ну да, тоже меняемся ради друг друга. Кстати, когда говорят, что у мужчин, они более романтичны становятся, когда у них рождаются дочери. Окей, И возможно, посмотрим. Да. Если у нас родится дочь, может, все еще романтичнее станут. Конечно. Так, какое коронное блюдо у Махаббат и что она не любит или не умеет готовить? Махаббат очень в плане приготовления еды, она очень талантливая. Всему может научиться. Даже перед женитьбой ты особо не готовила, да? Вот, она не готовила, но потом, когда мы уже с ней поженились, она всему научилась. И вот мы, когда в этом году, летом, мы 3 месяца были в Турции, и каждое утро у нас было прям разные завтраки. Она прям открывала YouTube, смотрела и... В общем, завтраки не повторялись. Да, вечером она спрашивала, варианты, кидала там пару вариантов, какой именно выберешь. Я такой, так, хочу этот, хочу то. И она такая тук-тук-тук, и быстро прям утром, каждый день прям не повторялась, и все было вкусно.
Я даже удивлялся, думаю, почему в Алмате так не готовят? Вдохновение Да, в Турции пришло. а в Турции прям каждый день. В плане еды я сам даже, ну, не Да, надо привередлив к сказать, что еде. Таукель очень непривередлив к еде, он ест абсолютно все, Да. всеядный. Ну, но именно когда Махаббат уже начал готовить, прям очень вкусно все. А еще вспомнила ситуацию, когда мы только с ним познакомились, мы сидели с ним где-то в кафешке или в ресторане, и он меня спрашивает, а ты умеешь готовить? А я, вообще, я жила с родители меня никогда не заставляли готовить, они говорили, вот учись. Я там приходила со школы, сразу садилась за уроки, даже не кушала, этими уроками была занята. Потом я поступила в медицинский, там тоже учеба с утра до вечера. Было как-то не до этого, в общежитии особо тоже не готовила. Потом работала, подрабатывала еще. И, ну, можно сказать, что я вообще, как бы, в принципе, не готовила. И Таукель меня спрашивает, говорит, ты умеешь готовить? Я такая, ну да, по Ютубу. Ну, на самом деле, это так, я хочу сказать, чтобы девушки незамужние не боялись. Мне кажется, сейчас такое время, безграничных возможностей. В Ютубе столько всяких рецептов, да, помощников по кухне столько. Вот, поэтому, ну, вот так вот. Я даже вначале помню, что я готовила по граммам, да, там блинчики готовишь, там 200 грамм молока, я переливала 200 грамм, наливала, в общем. А сейчас уже на опыте. Когда и как ты поняла, что любишь Таукеля? С первого взгляда? Ну, конечно, да, я не буду обманывать. Таукель, он привлекательный, да? Даже мы, не разговаривая, просто на съемках, да, на съемочной площадке, там, взглядом, да, обменялись. Мы же с ним не разговаривали, я не знала, какой он по характеру. И, конечно, визуально он привлекательный, высокий, статный, красивый. Дальше, что меня поразило, кстати, я тогда жила в общежитии на тот момент, в медицинском, ну, оно такое, как бы, не знаю, такое простое джайское общежитие. И мы когда гуляли по вечерам, так оказалось, что он тоже недалеко живет. И он меня провожал, и, получается, открывал двери общежития, ну, провожал меня до дома, открывал двери общежития, там у нас вахтерша, и, ну, на самом деле меня это так поразило, думаю, ну, на самом деле это же тоже не всем дано вот это быть простым человеком. И я считаю, наверное, думаю, что это меня в большей части и поразило, наверное. Ну, что подкупило, да, подкупило, что он такой простой, общительный человек. Ну, у меня такой же вопрос, когда и как ты понял, что любишь Махаббат? Это вот внутренний голос, потом мы уже с ней более близко познакомились, еще мы ехали, а я как раз, ну, продолжение той истории, когда вышел на улицу, она сидит на скамейке, и я такой, можно познакомиться? Она такая, да, типа, Махаббат, я говорю, Таукель, типа, давай подвезу, она такая, ну, давай. И мы с ней едем, потом я спрашиваю, а почему Махаббат? Ну, потом спрашиваю, откуда ты родом? Она говорит, Костанай. Я говорю, Костанай, Махаббат. Ну, что-то нелогично. Думаю, почему Для него Махаббат это да, более юга, такое казахское имя, да. Ну, я думал, она спрашивает, а какой, типа... Почему не Аида? Да, я говорю, почему не Аида, там, Асель, ну, более такое северное. Ну, там побеседовали, и потом я еще уехал на месяц в Москву, мы не общались. А потом, когда вернулся, и чувство такое, что я должен, в общем, написать. А я на самом деле ждала, что ты мне напишешь. Да, а мы месяц не общались с ней. Мы пару, кажется, ну, перед знакомством. Да, ну, когда мы познакомились, ну, недолго, там, пару дней, наверное, да? Может, мы переписывались, да, или... Да. А потом я на месяц уже уехал в Москву, и тогда мы не общались целый месяц. И я, когда вернулся, ну, решил написать. Тоже какое-то чувство было, что нужно написать Махаббат, дальше продолжить общение наше. И вот с ней ей написал, начал присматриваться, думал, ну, очень воспитанная, спокойная. И самое, что мне понравилось в ней, что это ее сердце
ее доброе сердце. У нас даже случай был, когда, ну это уже после свадьбы нашей, ну женитьбы, увидели кошку, она там в какой-то ветке в деревья, ну густые деревья, эти ветки были, какой-то куст. И там кошка, маленький котенок, что ли, запутался и не мог выйти, он там, ну, мяукал. И Махаббат подошла и начала плакать. Прям серьезно начала плакать. Я такой, ты чё, типа? Ну, ей было кошку жалко, котенка. Такой, ну ладно, не плачь. Ну, обнял ее. И вот, ну, самое главное для меня было, что это ее сердце, оно не испачканное, что оно чистое, доброе, большое. И это прям, ну, потом меня еще больше... Подкупило. Да, настроило на более серьезные отношения. Ну, так у меня, ну, изначально были серьезные отношения, но это еще больше укрепило мои чувства. И потом я уже дальше, ну, это было поэтапно на самом деле. Как у нас казах говорит, если хочешь кого-то узнать, выезжай с ним в путешествие. Потом я начал Махаббат приглашать, ну, не только в рестораны, в кино, а уже больше там на встречу поход. В горы мы вот с ней ходили постоянно, в Акбулак ездили. И даже мы когда поднимались на Кокжайлау, маршрут был очень сложный со стороны Медеу, Просвещенец. А там прям подъем хороший. И ни разу не пикнула, ну, не пожаловалась. Меня проверяла да, на и она вытяжку. такая прям... Настроена, да? Даже свой рюкзак она сама несла. Я такой думаю, ничего себе, молодец. Потом мы ездили на Иксыкуль, тоже на пару, ну, 3-4 дня. И во время этой поездки тоже мама была, Махаббат, и как раз они познакомились. И во время этой поездки тоже все прошло хорошо. И еще что меня потом уже еще зацепило, что Махаббат прям ничего не боится. Она всегда, да, она бесстрашная, она всегда готова на что-то новое, там, что-то узнать, постигать. Потому что во мне это тоже есть. Я вот люблю всегда, что я сам не знаю, что я не умею, я всегда стараюсь научиться этому. Какие-то страхи перебороть эти страхи. И Махаббат тоже, она прям бесстрашная, может прыгнуть. Когда я вот на парашюте прыгнул, я ей рассказываю свои эмоции, блин, классно, первый момент очень страшно. И она такая, давай, короче. Я тоже. Да, чуть-чуть дети подрастут, давай, я тоже прыгну. И вот мы с ней, в Бирюса планируем тоже сделать такой прыжок совместный. Вот. Нравится в ней вот ее храбрость, ее чувство, сердце. Вот это меня прям подцепило, зацепило. Классно, благодаря программе Махаббат Квиз как-то вот эти вот чувства трепетные, когда мы только познакомились, начали встречаться, это, ну, такие... Воспоминания воспоминания такие классные, и сейчас такое воздушное состояние. Ностальгия. Да. Еще что хочу сказать, за 5 лет, на самом деле, ну и небольшой срок, так посчитать, но за это время у нас с Махаббат ощущение, как будто мы еще больше знакомы с ней, давно уже живем, как будто, ну, столько всего, и прям с ней вот обсуждали, и прям ощущение, что намного больше, как будто время прошло. Вообще мы за небольшой срок так вот как познакомились, да, потом вот он почти месяц отсутствовал, мы не общались, там где-то еще пару месяцев мы виделись, встречались, и за полгода, да, в октябре мы уже у нас Сургасалу, потом в ноябре Биташар, так быстро, да, за полгода мы летом хотели свадьбу, не получилось, да. А потом уже забеременели, да. и зимой уже родили. Ну, шкур за 5 лет 2 детей. Хорошие показатели. Будем дальше работать. Над демографией. Жить, наслаждаться жизнью, да. Всем пока. Спасибо, да. Спасибо, что вы посмотрели. Вот, спасибо всем. Удачи. Надеюсь, вам было интересно.